Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях Туяра Егорова, представитель Рижского института транспорта и связи. Добрый день, Туяра! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Туяра, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Хотелось бы попросить вас рассказать о себе, откуда вы, где родились, где учились. Я сама уроженка города Якутска и родилась в Музейном переулке в самом центре города, на месте, где сейчас находится вторая школа. В эту школу я пошла в 1 класс, еще в старое здание второй школы. Потом оно переехало в новое, где до сих пор сейчас находится. 10 лет я отучилась во второй школе. По окончании школы я поступила в Якутский университет и с отличием закончила факультет иностранных языков, германская филология, английское отделение. А мы знаем, что вы давно живете в Риге, в Латвии, да? Расскажите, пожалуйста, как вы оказались там? На самом деле в Латвию мы переехали жить вместе с мужем 3 года назад. До этого мы практически больше 25 лет прожили в Москве. И переехали мы туда по бизнесу моего мужа. Переехали туда, никого не знаю, у нас там не было знакомых. Но сейчас, благодаря нашей диаспоре, нашему землячеству, у нас появился довольно-таки большой круг наших знакомых. В основном это земляки, и, конечно, там тоже по бизнесу, и соседи. И, в общем-то, за 3 года мы себя там почувствовали очень хорошо. Для нас стал вторым домом. Латвия — это второй дом. Вы упомянули нашу якутскую диаспору, да? Можете рассказать подробнее, как эта диаспора работает, сколько в ней человек, какие мероприятия проводит организация? Наша якутская диаспора, балтийская, на самом деле она объединяет якутян с 3 стран. Это Латвия, Эстония и Литва. Официально только в нашем латвийском насчитывается больше 50 человек. Это самая большая диаспора в Европе. И в основном на 90% она состоит из бывших выпускников Рижского авиационного института, РКИГа. Так, у нас есть свои старейшины, аксакалы, можно так сказать, да, которым уже 80 плюс лет. Одни из первых выпускников этого института, которые в свое время закончили, женились. Кто-то возвращался в Якутию, работал здесь на предприятиях, а потом вернулся назад в Ригу. Кто-то сразу же остался. В общем-то, у нас там очень хорошая, такая крепкая, дружная якутская коммуна. В первую очередь, когда я познакомилась с Машей Быковой, с Марией Быковой, она у нас председатель нашего общества. Буквально до последнего момента была. Сейчас она переезжает жить в Англию. Но тогда мы с ней встретились, и она меня очень хорошо приняла. Мы пригласили наших аксакалов к себе домой. У нас была такая теплая дружеская встреча, ужин. Они принесли с собой альбомы. Такой альбом очень интересный, который на меня произвел впечатление. Я тоже не знала, не знакома была. Слышана в советские времена РКИГа, он, конечно, гремел. Большое количество молодежи в наши 80-е, в 70-е, и 90-е началах тоже захватили, кто мечтал поехать учиться в этом институте. Но когда я увидела этот альбом с фотографиями первых выпускников, как наши приезжали, учились, проводили тоже эссейхи, на меня это произвело большое впечатление. Вообще потом знакомство с этим институтом. Таким образом наши связи с нашим землячеством увеличиваются, крепнут. Но очень нам хочется, чтобы молодежь тоже приехала, да? Потому что давно уже не было ребят, которые поступали бы в Ригу. Нам очень хочется их видеть в Риге и в нашем землячестве, и в институте, конечно. Институт называется Рижский институт транспорта и связи. Они сейчас, конечно, расширили, времена меняются, спрос на новые специальности, они создают новые интересные, предлагают учебные программы. Да, это и связано с авиацией, это связано и с IT, конечно, индустрией, и, конечно же, очень интересное и перспективное направление
роботехника. Я бы тоже вот уже немножко, если затронуть институт и возможности, хотела бы тоже чуть больше, может быть, показать, указать. Может быть, ребята, кто сейчас выпускники или старшие классов, думают о том, куда поступать, какую специальность получать. Сейчас, конечно, красивые дипломы — это хорошо, но, наверное, нужно задумываться не только о том, куда ехать учиться, но и о том, куда потом можно устроиться на работу, какой спрос на ту или иную специальность. И вот в чем большое преимущество, да, и Рижского института, который дает диплом, признаваемый во всем мире. Это диплом государственного образца, признанный, естественно, в первую очередь и выданный в Евросоюзе. Вот, но такой диплом, плюс к нему еще и английский язык. И что касается таких специальностей, как и IT-индустрия и роботехника, спрос на этих специалистов очень высокий по всему миру. Даже роботехника сейчас развивается, и целые города в Германии, в Китае, в Америке. Сейчас уже не модно идти работать на заводы, на фабрики, как это было в прошлом столетии. Сейчас роботы заменяют такой ручной труд, но специалисты, которые программируют этих роботов, управляют этими процессами, вот на них очень высокий спрос. И в нашем институте компании дают гранты на бесплатное обучение, и айтишники, программистов, как наш ректор говорит, господин Канус, местные латвийские ребята, которые поступают на эти технологии, проблема с тем, что не заканчивают многие. Почему? Потому что уже с первого курса работодатели стоят уже у дверей факультета, и как декан факультета, да, говорит, каждый день к нему поступают заявки. И преподаватели института не препятствуют этому. Они считают, что это очень хорошо, что есть востребованность, есть работа. И наши условия института и вид на жительство, который предлагает институт, дает возможность получать работу и параллельно с учебой уже иметь практические навыки, опыт работы. Я думаю, что это очень здорово. Здорово. А каковы условия поступления в институт? Допустим, вот нас услышат, может быть, те, кто хотят поступить, да, либо их родители. Каковы вообще условия поступления? Для начала нужно сказать, что обучение ведется на английском языке. И необходимо иметь уровень международный B2, подтвержденный любым международным сертификатом, будь это IELTS, TOEFL или Кембриджская школа. Это необходимые условия. Но хочу сразу добавить, что если там ребенок, допустим, хочет или мечтает поехать учиться в Европу или в Америку, да, в любом случае ему этот сертификат понадобится в любом учебном учреждении. Для получения высшего образования нужно иметь знания по английскому языку. Но отличие нашего института в том, что и программы, и учебники, и преподаватели в основном русскоязычные. И поэтому, если какие-то трудности могут возникнуть в процессе обучения, то получить консультацию или задать вопрос, да, или что-то прояснить для себя можно совершенно спокойно, если, для начала не все, конечно, с первого курса, может быть, свободно готовы, да, обучаться. Но это вот очень комфортные условия. То есть, прежде всего, для поступления нужен и английский язык. Но есть хорошая новость. Не нужны результаты ЕГЭ. И как ректор нашего института говорит, что мы не хотим конкурировать с московскими, с санкт-петербургскими, с другими российскими вузами, которые предлагают обучение и бюджетные места. Но если так получилось, что результаты оказались ЕГЭ не очень, и родителям нужно будет искать платное какое-то обучение, то вот в этой области мы предлагаем хорошие конкурентные цены и хорошую возможность, потому что по стоимости это очень доступно, да, это всего, мы сейчас по нынешнему курсу считали 192-194 тысячи рублей в год обучения. Что касается стоимости проживания и стоимости жизни, то цены ниже, чем у нас в Якутске, и на жилье, и на питание, и по сравнению, чем в Москве тоже. И для поступления, как я уже сказала, получается, сертификат нужен, будет скайп-собеседование и тест по английскому онлайн. И в зависимости от специальности, которую выберет будущий студент, это может быть либо онлайн-тест по математике, либо еще по физике.
Ну, есть возможность как для технических специалистов, да, так и для гуманитарных. То есть там есть такие факультеты логистики, допустим, или менеджмента. Гуманитарии тоже могут поступать. И что еще хочу сказать, что уже с апреля месяца можно подавать документы. Это тоже большой плюс, потому что к окончанию школы, к сдаче ЕГЭ ребенок уже может пройти тест, пройти скайп-интервью, сдать онлайн-тест, потом постепенно сдать себе IELTS, и уже к окончанию школы и ЕГЭ результатов получения у него уже будет такой вариант. Он уже будет иметь приглашение в Рижский авиационный институт, и в зависимости от результатов уже дальше решать, проходит он на бюджетное место, в какой-то там столичный вуз или в наш Северо-Восточный федеральный университет, или же вот ему нужно ехать куда-то платно, у него уже такой вариант будет. В этом году, благодаря тому, что у нас вот был 100-летний юбилей института, и в честь этого юбилея наше Балтийское общество Чурон и выпускники Киргет Александр Кириллович Павлов, он лично был у нас в Риге и поставил Сергея во дворе института. И такой необычный Сергей, а с крылышками, такой знаковый. И мы тоже очень рады и благодарны, гордимся тем, что во дворе этого института стоит наш, да, якутский символ. В этом году, вот благодаря этим контактам, общению с институтом тесному, мы пообщались и вот решили, что институт сказал, что хочет возобновить отношения с Якутией, будет рад видеть наших студентов. И в этом году 2 мальчика у нас поступили. Первые 2 мальчика приехали в Ригу, только начинают обучение. Плюс у нас один на магистратуру. Его папа тоже в свое время закончил Рижский авиационный. Да, преемственность такая уже появилась, да. Так что мы начинаем, приглашаем, будем рады видеть наших ребят. Этот год, получается, был такой юбилейный, да, 100-летие института, был ИСЭХ Европы. Да. Расскажите, пожалуйста, про это мероприятие, как общество готовилось к ИСЭХу. В этом году у нас даже было 3 больших мероприятия. 100-летний юбилей, потом проходил чемпионат Европы по масс-рестлингу, и это тоже, нужно сказать, особое такое, да, знаковое, может быть, событие для Европы и для Латвии, конечно же, потому что латвийцы, тут надо сказать не наши, да, не земляки, а именно латвийцы, латыши заинтересовались нашим видом спорта и организовали федерацию. И вот эта федерация теперь активно работает. И вот они проводили чемпионат Европы, проходил на территории Лидо. Очень интересно, конечно, все было. Представители разных стран приезжали. Ну и, конечно же, большое событие, к которому готовились задолго до мая, это наш европейский ИСЭХ. Это тоже, конечно, такое взбудоражило всех нас, все наше общество. Благодаря этому событию, я думаю, что мы еще больше как-то сплотились, объединились. Вот, потому что тут и поиск места, где нужно проводить, да, и много вопросов там с размещением, с экскурсионной программой и так далее, и так далее. Вот, и приехали наши земляки со всей Европы, из разных стран, из Англии, Германии, Швеции, Финляндии, конечно, наши соседи, наши литовцы, эстонцы, даже с Африки была представитель, если помните, и, конечно, наши с Якутии. Мы очень ждали наших земляков. Конечно, это все благодаря энтузиазму Ларисы Кулаковской, да, идейному вдохновителю. Она, конечно, большая молодец, объединяет. И благодаря таким вот мероприятиям местное население, местные жители узнают о нас, о нашей республике, о нашем народе. И должна сказать тоже, что очень приятно, потому что проходят встречи на разных уровнях во время такого мероприятия. Как, понятно, на бытовом уровне, там, да, мы там ездили в Юрмалу в костюмах национальных, там, да, и подходили, фотографировались местные, удивлялись тоже, да, и восхищались украшениями, костюмами красивыми. Так проходят и официальные тоже встречи. Вот, допустим, была встреча в мэрии, и
был очень теплый прием. И надо сказать, что латвийцы и латыши очень гостеприимный народ, очень гостеприимная страна, очень теплая, доброжелательная, несмотря на то, что это северная страна в Европе. И, как нам сказали, и мне так это запомнилось, да, что такой многонациональный ковер красивый, да, красочный, который состоит из разных тоже выходцев из разных стран, из разных республик, бывших Советского Союза и новых, там, да, из Европы тоже много приезжают, живут. Но не был бы таким, наверное, ярким и красочным, если бы не было таких вот ярких, самобытных ниточек, да, или таких обществ, как наша якутская Чарона. Это было очень приятно слышать, и они нас поддерживают, готовы принимать участие и помогать, и приглашают нас. Это, конечно, здорово объединяет, и несмотря на все политические какие-то возможные нюансы, о которых не хочется говорить, я сама, как вот проживающая житель теперь Латвии, могу сказать, что я кругом вижу доброжелательные отношения, да, улыбаются, отвечают, и кругом царит атмосфера доброжелательности. Это я на протяжении 3 лет изнутри могу вам точно сказать. Яра, может, вы поделитесь ближайшими планами общества? Мы слышали, есть такие интересные мероприятия намечаются. Да, это правда. На самом деле такие мероприятия, они, конечно, просто так не проходят. Появляются, да, новые знакомства. Благодаря этим знакомствам рождаются новые идеи. Из ближайших таких мероприятий, которые нам показались очень интересными, это Дни якутского кино, Дни кино Саха. Потому что мы наслышаны и следим, и наблюдаем, и нам очень интересно и радостно, и мы очень горды тем, что наше кино получает такие призы, признания на маленьких и на больших кинофестивалях. Это, конечно, просто потрясающе. То, что делают наши режиссеры, наши актеры, наши продюсеры, да, это уникально. Это действительно очень уникально. То, что можно такими малыми деньгами, да, малым бюджетом можно снимать такие картины, которые трогают каждого зрителя. И буквально вот на днях мы встречались с Сарданой, продюсер, наверное, главный продюсер нашего кино. Савина, да? Савина Сардана, да, и Любовь Борисова, режиссер. Познакомились мы так заочно, с Сарданой переписывались, вот, а тут встретились лично, познакомились, и девочки были вместе. Очень приятно было познакомиться, и очень приятно, что они откликнулись на нашу просьбу. Мы хотим, потому что мы в этом плане, несмотря на, казалось бы, открытое пространство и интернет, но это правильно, да, что не нарушить права, правообладатели должны иметь как бы, да, право, и возможности показывать в интернете свободно и ограничены, но нам, конечно, хочется и нашим аксакалам хочется показать, да, и нашим землякам, и не только, хочется и латышам тоже, чтобы латвийцы тоже увидели уникальные наши фильмы, и мы вот как раз сейчас об этом договаривались, и в конце ноября у нас будет проходить и в Риге, и в Таллине. В Таллине уже будет 2-й раз проходить, и там очень прошел в прошлом году с большим интересом вот такое вот мероприятие. Мы ждем, конечно, с нетерпением встречи с нашим кино. Желаю удачного проведения. Спасибо. Фестиваля. Через кино, да, обычно можно рассказать представителям других культур о культуре нашего народа, да. И в этом плане интересно, как вы обычно рассказываете о республике своим друзьям, своим коллегам. Ну, те, кто в Риге наши, да, они, в принципе, все, большинство, ну, не все, может быть, молодежь в меньшей степени, но постарше знают, наслышаны, видят какие-то, может быть, там где-то какие-то передачи, где-то в интернете. Все знают, что это полюс холода, да, что у нас самая холодная республика, огромная вот по территории. Многие удивляются, потому что для них это, конечно, откровение, что наша республика занимает там 1/5 часть от России. Россия сама по себе территория огромна. В первую очередь, конечно, это то, что у нас холодно, зимы какие, все удивляются, неужели такие, для них уже все, что выше 40, это кажется уже что-то заоблачным, да, экстремальным. Вот. А когда говоришь по 72 градуса, который был зафиксирован, и то это был зафиксирован. Мы вот с делегацией, с господином Кановсом и с Марией Бурмисовой, с представителем института, нас Степан Степанович Попов,
как-то тоже бывший выпускник института возил, как это, царство мерзлоты, да. Ну, это было тоже так очень интересно, конечно, впечатливее, да. Сейчас, конечно, я всем рассказываю про наше кино. То есть вот где бы ни было, с кем бы я ни общалась, я всем рассказываю, что у нас будет такое вот событие в Риге проходить, в Доме Москвы, и приглашаю, и все удивляются. Я говорю, ребята, вы можете себе представить, что вот на маленьких деньгах там, да, снимают фильмы, которые завоевывают призы на огромных кинофестивалях с фильмами, конкурируют, которые имеют большие бюджеты, и в наших фильмах играют актеры даже непрофессиональные, но настолько это искренне, настолько это по-настоящему, да, это действительно трогает каждого человека, не просто там как носителя одного или другого этноса или культуры, а это такие общечеловеческие ценности, и они близки и понятны каждому человеку. И очень хочется, чтобы все больше людей узнавали через культуру, да, наш народ, нашу республику. Конечно, я думаю, это очень важно. Вы, несмотря на то, что переехали очень давно из Якутска, да, наверняка скучаете. Вот расскажите, почему вы больше всего скучаете, когда находитесь в Риге, либо в Москве, в других местах? Да, на самом деле, особенно, конечно, я вот сейчас, когда приехала, в последний раз была здесь 6 лет назад, когда у мамы моей был юбилей. Мама до сих пор работает в музыкальном колледже. Конечно же, когда я в прошлый раз приезжала, там все эти юбилейные всякие были мероприятия, не было много времени поездить по городу. Сейчас я приехала, город, конечно, просто не узнать. Я пишу и звоню на видео мужу. Муж у меня тоже из Якутска. Мы с ним вместе здесь учились в университете. Я на ФИЯ, а он на медицинском факультете, закончил медицинский. И ему говорю, Андрюша, просто город не узнать. И в то же самое время, да, вот эти вот близкие вот такие вот воспоминания, когда видишь родную школу, да, мы посетили вторую школу. И спасибо Алексею Клементьевичу, да, он организовал там встречу, и директор второй школы нас там принял. И когда видишь пионерскую комнату, где когда-то наша пионер-вожатая Галина Анисимовна, мы же там выросли, и нас таких вот пионеров, целая плеяда, скажем, под ее руководством, да, и то, что памятники, бюст установлен во дворе школы, очень трогательно. Факультет, конечно, родной, который я тоже 5 лет отходила в университет, и вообще наши все эти вот места, это все, конечно, начинаешь понимать, кухня наша, необыкновенная кухня, уникальная кухня, да, где бы ни были, мы много путешествуем, много где были. Но вот этот вкус, который это с детства, да, это наши караси фаршированные, да, это наша рыба, естественно, пироги рыбные, это кёрчаха, да, это вот столько всего, это музыка, это культура, это все до слез трогает, когда видишь и понимаешь, это твое, оно никуда не ушло, оно в тебе где-то глубоко сидит. Ну, в общем, это, конечно, все очень трогательно. Да, конечно, начинаешь понимать, что как на самом деле близко и насколько Родина важна для каждого человека, малая Родина. А ностальгические чувства, они с годами увеличиваются, да? Усиливаются? Знаете, как-то интересно так получилось, что пока мы жили в Москве, там ритм жизни может быть такой, да, и сам город, там просто даже не было времени, наверное, на это, да, очень много уходило на эти пробки, и сам темп жизни очень высокий. А вот в Риге, в Латвии я это прочувствовала, да, с общением с нашими земляками, вот эту ностальгию. Теперь, конечно, да, теперь я это вот испытываю и очень рада, что благодаря институту я оказалась опять здесь. Есть да, очень рада встречаться. Есть возможность, да, со всех сторон. Но здесь на самом деле вот сейчас у нас с Ларисой будет тоже встреча, да, с Кулаковской, и мы дальше будем продолжать и развивать движение. И благодаря вам тоже, нашей цехи по всей Европе, я думаю, что это очень хорошее тоже дело. Спасибо большое, Туяра. Я надеюсь, что все встречи пройдут успешно, и вы еще будете возвращаться в Якутск. Обязательно. Не так редко, да, Теперь раз в 6 лет. Да. Я буду каждый год приезжать.